Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации состоялось 1 июля. Граждане России подавляющим большинством поддержали эти изменения. Об одном из них сейчас и пойдет речь. Измененный основной закон страны закрепляет за каждым из нас конституционное право на получение доступной и качественной медицинской помощи, где бы мы ни проживали – в столице, региональном центре, небольшом городе или деревне. И если власть не сможет обеспечить людям достойное здравоохранение, это будет восприниматься как нарушение главного закона страны. СМИ телепрограмма «Точка взаимодействия» неоднократно освещала деятельность общественника, члена партии «Единая Россия», инвалида первой группы по зрению Сергея Петровича Хромова. Он уже не первый год добивается создания медицинского учреждения на первом этаже многоэтажного дома в ходе строительства. Примером для Сергея стала стратегия строительства бывшего мэра столицы, а ныне главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. В свое время, в связи с нехваткой в Якутске детских садов и школ, Айсен Сергеевич начал их размещать на первых этажах новостроек. Время показало правильность такого решения, ведь численность населения столицы республики растет. Сейчас мы находимся на перекрестке улицы Кирова-Лермонтова. Большие многоквартирные дома, которые построены за последние годы. Почему у нас в многоквартирных домах, где проживает большое количество людей, пожилых, детей, отсутствуют филиалы поликлиник шаговой доступности? В случае расположения медучреждений на первых этажах новостроек выиграют инвалиды, которые смогут обращаться за медицинской помощью практически по месту жительства. Хорошим примером реализации такого подхода стал Дом ветеранов в столице Якутии, где на первом этаже для жильцов создана поликлиника. Сергей четко понял и свою личную выгоду. Выгода заключается в том, что вот эти очки, они просто прячут мои глаза. Раз в полгода я летаю в город Уфа, где башкирские медики, применяя современные технологии и препараты, которые производят на месте, делают мне плановые, очень болючие до невозможности операции, но я вынужден терпеть и бороться за жизнь, потому что мне это помогает и помогает другим людям. Да, у меня есть выгода в том, чтобы проходить плановое лечение на территории нашего города. У нас в городе очень много слабовидящих людей, очень много людей, которые носят очки. Обратите внимание, это пример дома, который я вам предлагаю. Строительной компании АО ДСК. Возводится он за 24 календарных месяца. На первом этаже здесь запроектирован изначально соцкульбыт с хорошими широкими лестницами, входными группами, пандусом для маломобильных граждан. Это очень важно при проектировании и то, что это сделано. Вот он, у нас в городе, он работает. Хорошие парковочные места. Красивый, чистый, удобный, комфортный. В таком доме будет поликлиника в каждом районе нашего города. На первом этапе Сергей обратил внимание на земельный участок в районе Залога в Якутске, который находится в собственности Республиканского общества слепых. Здесь много лет стоял заброшенный дом культуры общества. Заручившись поддержкой застройщика, попробовал было убедить общество в целесообразности строительства объекта с получением на первом этаже 400 квадратных метров для нужд организации. Рассматривались и другие варианты. Однако общество слепых идею не поддержало, обвинив Сергея в преследовании личной выгоды. Начиналось все именно несколько лет назад, лет 6 отсюда. Это перекресток улицы Чекалова-Красноярова. Здесь раньше на земельном участке, принадлежащем обществу слепых, стоял сгоревший дом культуры. Первый проект, который я предлагал, именно здесь, на данном земельном участке, сделать многоквартирный дом с соцкульбытом на первом этаже. Но были тяжелые тяжбы, куча противоречий, много несогласных. И на данный момент, только в результате всей этой работы, бурной деятельности, наш на данный момент глава республики, а на тот момент мэр города Якутска Айсен Сергеевич сделал следующее. Он просто приехал сюда с комиссией, увидел данную ситуацию, поставил технику у людей, и это страшилище горелое, которое уродовало весь Залог. Благодаря его работе и работе наших коммунальщиков все убрали. Но ничего не построили. Вот так вот много лет и стоит. Пользы никакой.
Сергей не стал сильно огорчаться и создал новый проект. В Заложном районе столицы Якутии есть участки, принадлежащие республиканским ведомствам. При поддержке одного из них расчистил площадку старого сгоревшего дома и обратился в городское общество инвалидов, предложив инвестиционный проект, по которому республиканская земля передается под строительство жилого дома, на первом этаже которого планируется создание делового центра для инвалидов. КВТ Красноярова 22. Напомню, на протяжении 2 последних лет для строительной компании «Якутпромстрой» мы здесь утвердили и согласовали деловой центр для инвалидов. Эта земля раньше принадлежала Министерству имущественных и земельных отношений с многоквартирным домом. Стоимость проекта 53 миллиона рублей. То есть общество инвалидов республики должно было получить новое современное здание с оборудованием, с мебелью, с чистовой отделкой, благоустроенное. Но что мы видим на данный момент? На данный момент сейчас эта площадка принадлежит акционерному обществу ДСК, которое официально участвовало на торгах в ноябре 2019 года и выкупила в аренду на период строительства данный земельный участок за 21 миллион рублей. Итого, данная строительная компания сейчас строит здесь многоквартирный жилой дом без социальных объектов. Неудача не сломила Сергея Хромова. Он обратился к застройщикам столицы Якутии с предложением строить первые этажи жилых домов под ключ по желанию владельца земли. И неудивительно, что частные владельцы земли уже поддерживают это предложение. Скажу следующее. Вон магазин «Три пятерки». Я недавно был свидетелем тому, что выезжала комиссия сюда с руководства ООО «ДСК». Разговаривала при мне, когда я здесь был с руководителями других проектных институтов, о переговорах по данному земельному участку. Он симметрично одинаковой площади. И знаете, чем увенчалось? Что руководитель данного магазина согласился с мнением руководства ДСК в том плане, что он передает свой земельный участок, а взамен он получает площади на первом этаже. Под свой же бизнес, который у него здесь находится в этих магазинах, а будет в новом, хорошем здании, куда будем мы приходить и пользоваться его услугами. К сожалению, многие государственные земли и участки в достаточной мере не контролируются государственными чиновниками. Поэтому Сергей поднимает вопрос об участке по улице Чкалова, где уже много лет находится УПК инвалидов, которому эта земля отдана безвозмездно, но с условием предоставления работы для инвалидов. При этом УПК практически стал частной компанией, в которую входят различные предприятия и юридические лица, не приносящих доход государству. Здание по адресу улица Чкалова, 28. На территории земельного участка, принадлежащего правительству нашей республики, находится 6 объектов. Предыстория. В связи с тем, что они безвозмездно переданы УПК-3, в котором работают люди с ограниченными возможностями, подтвердилось следующее. Нет там никаких 96 человек. На основании проверки прокуратуры, Министерства труда работают всего 11. Занимают 6 зданий безвозмездно, больше 10 лет. Какая польза? Вот сейчас коронавирус, хоть одну маску пошили здесь. Здесь типа швейный цех. Хоть один халат для медицинских работников здесь сделали. Сюда лично выезжал мной уважаемый человек за то, что у нас в городе и в республике стал порядок. Это Дмитрий Дмитриевич Садовников, который взял проект планировки территории из ОГД «Градплан» и сказал следующее. А на каком основании министру труда здесь вообще располагаются эти предприятия? По закону не должны. Но на данный момент то, что есть, то есть. В связи с этим я обратился к руководителю УПК Треместникову, который просто, можно сказать, от безысходности, от количества проверок и нарушений написал в акционерное общество ДСК письмо, что просит оплатить счет в 200 тысяч рублей в РЦТИ города Якутска о проведении отчетов данных зданий. Отчеты сделаны, деньги оплачены в январе месяце. Поступили в Министерство имущественных и земельных отношений. Результата нет. Но у меня есть конкретное предложение, которое принесет пользу жителям нашего города, а конкретно Залога и всего автодорожного округа. Здесь до 2022 года может быть построен многоквартирный дом. На первом этаже будет филиал первой поликлиники. Людям будет удобно здесь обслуживаться. Проект планировки территории 117-го квартала утвержден. Здесь все скоро будет застроено многоквартирными домами. Социальный объект без бюджетных средств. Правительство республики получает площадей для создания нового филиала поликлиники на 50 миллионов рублей.
ниже рыночной стоимости. Это согласовано с руководством АО «ДСК». Эффективная работа с застройщиками столицы Якутии Сергея Хромова должна стать примером и постоянным регламентом в сфере строительства. Руководители министерств говорят следующее, когда я прихожу к ним на личный прием. А знаешь, Сергей, раньше такого никто не делал. Я всегда говорю, а зачем вас сюда поставили на эту должность? Большая зарплата, персональный водитель, шикарные условия. Так будьте первым, позаботьтесь, покажите, заберите себе все лавры. Допустим, у нас в городе на вас показывают и говорят, какой хороший руководитель, правильно его назначили, он о нас заботится. А что протирать эти кресла и не приносить пользы для нас? Состоялась 17-я очередная сессия Якутской городской думы. Депутаты столицы Якутии утвердили изменения в нормативный правовой акт Якутской городской думы в части установления минимальной площади земельных участков с 4000 квадратных метров до 2500 квадратных метров для вида разрешенного использования многоэтажная жилая застройка в территориальных зонах Ж6, Ж6.2. Мы детально рассмотрели данный вопрос и пришли к выводу, что уменьшение площади не приведет к увеличению точечной застройки и неудобству горожан. Все застройщики работают по проектному финансированию, но земельные участки должны быть у них уже в собственности, можно сказать, на что у них не совсем хватает денег. Поэтому внесенные изменения станут мерой стимулирования строительства в городе. Мы рекомендовали обратить внимание на соблюдение показателей проектной документации при внесении изменений в правила землепользования застройки, благоустройство прилегающей территории, выделение не менее 40% участка под парковочные места. Также они рекомендовали учитывать коэффициент плотности застройки, возможность строительства в центральной исторической части города, многоквартирных домов, скажем, не выше 8 этажей. И самое важное, нам необходимо учитывать при застройке кварталов обязательное наличие социальных объектов. Скажем, первичные медицинские пункты, детские сады и школы. Если неравнодушие, желание отстаивать свои права станет обыденным делом для россиян, то государственные чиновники обязаны будут работать эффективно и решительно во благо граждан России и Якутии.